Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как снесли светофор на пересечении проспекта Ибрагимова и съезда Ямашева. А по тормозам уже нажимать, когда я вижу, что у меня сгорается желтый, а за мной машина, не вариант такой погоды, согласитесь. И почему никто не признает вину? Покажем последствия страшного пожара в Набережных Челнах. Он сам себе уже дверь не смог открыть, ручка горячий был. Он сам открыл, выбежался, он уже горел. Один человек сгорел, двое пострадали. И задержали с поличным по подозрению в сбыте наркотиков. Что там находится в этом все? Курительные средства. Что продавал задержанный казанцам? Это и не только. Прямо сейчас. Светофор пострадал и больше не мог регулировать движение в результате столкновения Kia Sportage и Mitsubishi Lancer сегодня днем на пересечении проспекта Ибрагимова и съезда с проспекта Ямашева. С дороги после аварии вылетел кроссовер, чудом не сбив пешеходов. Никто из водителей не спешил признать свою вину, хотя один из них признался Айрату Назипову, что выехал на перекресток уже не на зеленый. Он, получается, въехал в колесо мне в заднюю, в правую сторону. Меня развернуло и выкинуло сюда. Помощь приехавших на место медиков никому не потребовалась. Корейская иномарка снесла светофор, не задев при этом пешеходов. Сами водители не пострадали. Оба автомобилиста отказывались признавать вину, перекладывая ее друг на друга. Водитель Kia, выехавший на перекресток с проспекта Ибрагимова, считает, что второй участник аварии слишком поздно оказался на этом участке дороги. Еще не подъехав к светофору, получается, не доехав до него, загорелся зеленый свет. Зеленый свет загорелся, получается. Я ногу в сторону заубираю, начинаю, на газ нажимать, получается. И проезжаю этот перекресток, получается, на зеленый, полноценный. Проезжаю и, получается, вот со стороны Ямашева, получается, на перекресток вылетает вот он на Лансере. То есть он на красный, что ли, ехал? Получается на красный, потому что у меня, я на регистраторе даже смотрел, у меня полноценный зеленый горит. О наличии видеорегистратора говорил и владелец Mitsubishi Lancer. Молодой человек также не признавал вину, считая, что выехал с проспекта Ямашева на желтый сигнал светофора. Он, получается, продолжал свой маневр на зеленый, я заканчивал на желтый. За мной, да, сгорелся красный, но он же должен был, наверное, убедиться, машина едет, не едет. Вот. Я же тоже за машинами его не видел. А по тормозам уже нажимать, когда я вижу, что у меня сгорается желтый, а за мной машина, не вариант такой погоды, согласитесь. Учитывая, что оба автомобилиста не считают себя виновными, их, скорее всего, ждет разбор в госавтоинспекции. Доказывать свою правоту оба намерены с помощью записей видеорегистраторов. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Один человек погиб и еще двое пострадали. Таковы последствия аварии, произошедшей сегодня в Актанышском районе. Утром на втором километре трассы Актаныш-Поистьево водитель «Шевроле Нива» по предварительным данным превысил скорость, вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб со встречной «Ладой Гранта». Предполагаемый виновник в аварии получил травмы, несовместимые с жизнью. Водители и пассажиры «Лады» были госпитализированы в больницу. Плохие дорожные условия и пренебрежение правилами дорожного движения стали причиной смертельной аварии в Альметьевском районе. На 242-м километре трассы Казань-Оренбург столкнулись автомобиль «Форд» и грузовик «Скания». По предварительной версии, водитель легковушки превысил безопасную скорость в условиях сильного снегопада, потерял управление и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с фурой. 66-летнего водителя иномарки с различными травмами госпитализировали в реанимационное отделение. Мужчина скончался на следующий день, так и не придя в сознание. «Лада Веста» оказалась не на ходу после столкновения с грузовиком на проспекте Победы. Как рассказал молодой человек, авария произошла из-за водителя «Лады Приора», который подрезал его на дороге. Легковой автомобиль въехал в сугроб, после чего его развернуло. Также в заднюю часть легковушки въехал грузовик. Хозяин «Лады» избежал серьезных травм и остался на месте дожидаться эвакуатора. Он намерен привлечь к ответственности водителя «Лады Приора», уехавшего с места происшествия. Мужчина не может выбраться из полыхающей пламенем квартиры. Такое сообщение поступило по единому номеру вызова экстренных служб 112. К месту происшествия на улицу Ютазинская экстренно прибыли несколько пожарных расчетов и медики. Хозяин квартиры рассказал Алие Хайруддиновой, что стало причиной пожара.
И оставил непотушенную сигарету. Мужчина сразу признался, что причиной возгорания стала тлеющая сигарета. Почуяв запах горелого, он сначала пытался потушить огонь сам, но не смог. Затем хотел выбраться из квартиры, когда понял, что дышать уже нечем. Но сделать это ему также не удалось. Он передвигался только при помощи костылей. Благо, дым почувствовали и соседи, которые позвонили на единый номер вызова экстренных служб 112 и сообщили, что в горящей квартире находится человек. На место прибыли несколько пожарных расчетов и медики. Вы себя нормально чувствуете? Не пострадали? Нет, не пострадал. Что-то говорили, помощь кому-то оказывали? Да, поставили помощь. Мужчине оказали помощь на месте. От госпитализации он отказался. Усиленная помощь огнеборцев не понадобилась. И горели только диван и телевизор. Общая площадь пожара составила 2 квадратных метра. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Пожар оборвал одну жизнь и сломал вторую. Трагедия произошла в Набережных Челнах в коммунальной квартире на 12 этаже. Огонь объял всю квартиру, частично охватив и лестничную клетку. В этот момент в помещении находились 3 человека, 2 удалось спастись. 52-летний мужчина выбраться из огня не смог. Рамиль Шайдуллин с подробностями. Вместо комнаты в малосемейке у Алмаза Ахмедшина теперь только пепелище. Жить здесь уже нельзя. Пожар уничтожил все, что осталось от родителей, погибших, когда он был еще ребенком. Возгорание началось в комнате соседа. Я когда хотел зайти, он уже дым почувствовал. Он сам себе уже дверь не смог открыть, ручка горячий был. Он сам открыл, выбежался, он уже горел. Вместе с братом, приехавшим погостить, юноша пытался бороться с огнем, но безуспешно. Пламя быстро охватило квартиру и пришлось спасаться самим. Но я второй раз зайти хотел его вытащить. Я уже отсюда дошел до лифта, уже сюда не смог прийти, уже все там. Я сам задыхаться начал, потом спустился опять пожарный, потом пришли, меня не пускали, уже все. Мужчину, в комнате которого началось возгорание, спасти не смогли. По словам соседей, погибший злоупотреблял спиртным и всегда курил в комнате. Все горит, пламя вот так, здесь пламя вот так. Мы не знали, куда деваться. Мы так и загорелись. Опасность была близко. Добраться до места спасателям оказалось непросто. При подъезде пожарного подразделения также было воспрепятствие. Это находились машины возле подъезда. Пожарному подразделению было тяжело проехать. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Рамиль Шайдуллин, Виктория Евсеева, Андрей Буслаков. Вызов 112. Неадекватное поведение молодого человека возле одного из торговых центров на улице Ибрагимова привлекло внимание прохожих. Мужчина то пытался вырыть себе в снегу проход, то прыгал на машины, то якобы делал зарядку. Очевидцы вызвали медиков и полицейских. Последним рассказали, что у мужчины изо рта шла пена, и он несколько раз засыпал на снегу. Медики доставили его в больницу. Теперь предстоит определить, был ли он под воздействием каких-либо веществ, или же его такое поведение – следствие психического заболевания. Поймали с поличным. Полицейские Казани задержали 32-летнего мужчину по подозрению в сбытии наркотических веществ. Отрицать свою вину мужчина не стал и добровольно показал стражам порядка спрятанные под одеждой запрещенные вещества. Однако основные запасы наркотиков нашлись у него дома. Айгуль Бадрудинова продолжит. О том, что 32-летний казанец распространяет наркотики, полицейские узнали в феврале. Проверив информацию, стражи порядка в этом убедились. После задержания мужчину доставили в отдел полиции. При себе у него оказалось несколько свертков с комкообразным веществом общей массой около 3 граммов. Что там находится в этом свертке? Ну, курительное средство. Курительное средство. А как называется? Гашиш. Обратите внимание. Еще больше запрещенных веществ оперативники нашли в квартире задержанного. Обыскав жилище, стражи порядка изъяли около 20 граммов неизвестного синтетического наркотика. Также они обнаружили электронные весы и упаковочные материалы. В настоящее время по данному факту в отделе полиции «Гвардейский» расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 пункта Б статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в значительном размере, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В итоге на время следствия подозреваемый будет находиться под стражей. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.